фондах нашего музея хранится очень много разных экспонатов, которые раскрывают историю Отечественной войны 1812 года. Это документы, книги, оружие, награды, но, безусловно, самым интересным экспонатом является знамя Хоругвь, которое представлено в экспозиции нашего нового музея. Впервые сведения о Хоругве опубликовал Иван Дмитриевич Воронин в своей известной монографии «Саранск». Книга посвящена истории нашего города, и в ней он описывает такой факт. Саранский полк ополчения, как и вся русская армия, совершил в 1812-1814 годах героический поход в борьбе с наполеоновскими полчищами. В Мордовском краеведческом музее сохраняется знамя Хоругвь этого полка. Описывая Хоругвь, Иван Дмитриевич Воронин, очевидно, руководствовался музейными документами того времени, в которых записано, что Хоругвь выполнена для саранского ополчения, и с ней ополченцы шли на борьбу с французами. В 1977 году была осуществлена первая попытка реставрации Хоругви. Но, к сожалению, из реставрационного центра имени Грабаря Хоругвь вернулась с объяснительной запиской, что в настоящее время не существует методики реставрации двухсторонних полотен. Спустя 30 лет сотрудники музея снова вернулись к проблеме реставрации Хоругви. И уже в 2008 году начинается новый этап ее изучения. Для составления и подготовки исторической справки был поднят очень большой пласт архивных документов. Первые сведения о Хоругве удалось обнаружить в сводной ведомости Саранского музея родного края за 1925 год, которая хранится в Центральном государственном архиве Республики Мордовия. В ведомости была обнаружена интересная запись, что Хоругвь была подарена в 1923 году Макаровской гражданами музея города Саранска. Отсюда пошли дальнейшие исследования. В архиве Ивана Дмитриевича Воронина, который хранится в нашем музее, мы нашли воспоминания Клюканова о вскрытии Макаровского склепа в 1923 году. Автор пишет о том, что после вскрытия склепа был обнаружен архив в одной из башен Макаровского замка. Очевидно, в это же время из Макаровской церкви было изъято церковное имущество, в том числе и Хоругвь, и переданы в дар музею Саранского родного края. Так тогда назывался наш краеведческий музей. Одновременно с поиском архивных документов музейщики расшифровывают надписи, сделанные из Хоругви, и они тоже принесли очень много важных сведений. Внизу под изображением Иоанна Богослова написаны следующие слова: «Величие Твоя побед, чудеса, и изливаеши, исцелицы, и молиши о душах наших, яко богослов и друг Христов». Но самая ценная надпись оказалась справа. Здесь мы можем прочитать: «В бытность господина полковника Александра Ивановича Полянского принадлежат сия Хоругвь церкви Иоанна Богослова». А ниже мелким шрифтом написано: «Иерей Ивана Федорова Ратаба». Ратаба – это неправильное написанное слово «работа». Таким образом, расшифрованные надписи помогли установить принадлежность этой Хоругви Иоанна Богословской церкви села Макаровки. Более того, имя Александра Ивановича Полянского достаточно известно краеведам. Совершенно точно известно, что чин полковника он получил в 1764 году, а в 1765 уже вышел в отставку. Таким образом, Хоругвь была написана между 1764 и 1765 годом. По церковным документам также удалось установить, что иерей Иван Федоров работал в церкви села Макаровки именно в этот период. При формировании в 1812 году ополчения Александр Иванович Полянский предоставил 68 человек своих крестьян. Из них 40 человек были из прихода села Макаровки. И когда ополченцы пошли в поход, видимо, по настоянию бывшего полковника Полянского, эту Хоругвь они взяли с собой. Со временем Хоругвь уже перестала ассоциироваться с церковью Макаровки и олицетворяла собой знамя всего Саранского уезда. Аналогичную Хоругвь мы сможем увидеть на картине художника Келлермана «Московское ополчение в боях на Старой Смоленской дороге».
После реставрации хоругвь вернулась в музей, и с 2018 года она демонстрируется в новой экспозиции нового здания музея. Но, как и любой предмет, хоругвь требует к себе бережного отношения. Согласно рекомендациям реставрации, для того, чтобы не было провисания отдельных нитей и полотна, хоругвь должна находиться в горизонтальном положении. И наши музейные реставраторы выполнили для нее специальную витрину-саркофаг. Как ласково говорят сотрудники музея, на ночь мы укладываем хоругвь спать. Таким образом, хоругвь является не только памятником истории Отечественной войны 812 года, но и образцом провинциальной иконописи, который мастер выполнил еще в 1760-е годы.